4 июня один из самых молодых субъектов Российской Федерации, Республика Ингушетия, отметит 20-летие образования республики. К этой памятной дате был приурочен концерт, состоявшийся в Ростовском академическом молодежном театре. Ровно 20 лет назад съезд народных депутатов Российской Федерации принял постановление о преобразовании Чечено-Ингушской республики в Чеченскую республику и Республику Ингушетия. 4 июня 1992 года в составе Российской Федерации в качестве ее полноправного субъекта была образована Республика Ингушетия. Поздравить ингушей Дона в театр прибыли представители Ростовской городской администрации, депутаты законодательного собрания и другие почетные гости. Это первая республика, которая открывает целую серию дней национальных культур. Почему Ингушетия? Ингушетия всегда поражала нас, как работников культуры, яркостью красок, изображения. Они очень умеют дружить, они по-настоящему гостеприимны. И мы сегодня увидим на сцене нашего молодежного академического театра выступления молодых артистов Ингушетии. Для нас это очень большое событие в культурной жизни Дона. Здесь же, в Ростовском академическом молодежном театре, была открыта выставка живописи ингушских художников. Представляли выставку в Ростове председатель Союза художников Республики Ингушетия Муса Мартазанов и заслуженный художник Ингушетии Хош Ахмед Имагожев. За эти годы подобные выставки и другие культурные мероприятия, организованные национально-культурной автономией ингушей Ростова единства, не раз проходили в столице Дона. За 20 лет образования Республики Ингушетия на данном этапе могу сказать, что в республике самостоятельно организована инфраструктура. Есть свои парки, есть свои амфитеатры, спортивно-оздоровительные комплексы, школа борьбы, гимнастические. Можно сказать, 20 лет назад этого ничего не было. Звучали слова поздравления от представителей других национальных диаспор: Польской культурной ассоциации Полония Дона, Городской грузинской национально-культурной автономии, Культурно-просветительского общества донских и приазовских греков НАИС. Выступавшие подчеркивали важную роль национально-культурной автономии ингушей Ростова единства в поддержании мирных и добрососедских отношений со всеми проживающими на Дону народами. И, конечно, в этот день звучали национальные песни, танцы в исполнении лучших творческих ингушских коллективов, таких как ансамбль «Войнах», коллектив из Ингушетии «Город солнца». Выступила перед собравшимися и специально приехавшая из Ингушетии народная артистка республики Любовь Барахоева. Не случайно мероприятие проходило в Ростовском академическом молодежном театре. Ведь именно от молодежи, и ингушской в том числе, будет зависеть уважительное отношение к традициям и обычаям других народов, а значит мир и согласие в нашей стране. За эти 20 лет мы как-то культуру, естественно, не теряем, все традиции молодежь сохраняет. Что касается учебы наших студентов, то тут, естественно, каждый старается как может, так как надо работать, естественно, в дальнейшем на благо нашей республики.